В эфире информационный выпуск Хамшик Шара. Добрый вечер. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы Министерства по налогам и сборам и Государственного таможенного комитета. По итогам рабочего совещания глава государства поручил ведомствам разработать и представить предложения по оптимизации бюджетных расходов, а также концепцию реформирования налоговой системы. В число ведомств, перед которыми были поставлены задачи, входят Министерство экономики, Министерство финансов, Кабинет министров, Министерство по налогам и сборам. Рауль Хаджимба подчеркнул необходимость создания условий внедрения единого социального налога и поручил представить на рассмотрение соответствующий план действий. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нава Авицпа. Вниманию туристов и экскурсионных фирм. Изменился график работы комплекса Новоафонской пещеры на июнь 2017 года. С 1 по 10 июня комплекс работает с 10 часов до 18 ежедневно, кроме понедельника и пятницы. С 10 июня по 1 октября Новоафонская пещера открыта с 9 часов до 19 часов ежедневно, без выходных. В этом году до начала летнего сезона Новоафонскую пещеру уже посетили более 20 тысяч человек, а майские праздники не дали ожидаемых результатов. По сравнению с прошлым годом изменения небольшие. Если в прошлом году с 1 января по май зашли около 40 тысяч человек с лишним, то в этом году 39 тысяч. В майские праздники ожидалось больше, но, к сожалению, не вышло выйти на тот уровень, что и в прошлом году. Перед началом летнего сезона каждый год в пещере проводят профилактические работы. Проверяют все, от состояния электропоезда до дорожек, по которым ходят туристы. В этом году дирекция планирует установить камеры видеонаблюдения в самой пещере. Частично камеры уже установлены. На данный момент ведутся работы по замене перил. По замене перил ставим более качественные, из нержавейки, потому что приходилось старые постоянно красить каждый сезон. И вот сейчас постепенно меняем. Также работаем со светом, меняем подсветки, где-то добавляем свет, где-то цветную подсветку делаем. Пока пробные смотрим и так. Но работы ведутся постоянно. В период затяжных дождей Новоафонская пещера особенно красива. Вода, скапливаясь на поверхности, через тысячи щелей проникает под землю и обрушивается со сводов десятками водопадов. Это естественный процесс весной, таяние ледников и в основном связано с обильными ливнями. Уровень воды в озерах поднимается. Это непосредственно первые 3 зала. Там, где озера, и вода поднимается, но это безопасно, потому что в каждом зале есть водоотводные штольни, и вода по ним уходит. В межсезонье Новый Афон всегда привлекал туристов со всего мира. Курортный сезон одним из самых посещаемых объектов в республике становится знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Очередь у кассы, а дальше прямая дорога в неизведанный подземный мир. Через чеканные ворота туристы выходят на станцию, напоминающую станцию метро. Она богато отделана гранитом и мрамором. На стенах висят цветные панно на сказочные сюжеты. Это своеобразные ворота в подземное царство, с которого и начинается путешествие в подземный мир. Попасть в этот мир можно на недавно приобретенном комфортабельном электропоезде. Также более месяца назад здесь появилась совершенно новая уникальная техника. Теперь попасть в пещеру можно только через электронные проходы. В связи с работами мы до 10 числа у нас 2 дня выходных. И с 10 числа, 10 июня по 1 октября уже будем работать каждый день. Как отметил заместитель директора Новоафонской пещеры Дамир Смыр, впереди у руководства большие планы по ремонту административного здания и прилегающей территории. До начала летнего сезона осталось совсем немного времени.
Этот уникальный по своей природе объект готов принимать и радовать туристов со всего мира. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Национальная сборная Абхазии по футболу начала тренировочные сборы в преддверии чемпионата Европы по версии КОНИФА. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Беслан Аджинджал. Подробности у наших журналистов. Национальная сборная Абхазии по футболу уже совсем скоро примет участие в чемпионате Европы по версии КОНИФА. Более 20 игроков привлечены к тренировочным сборам абхазской команды по подготовке к чемпионату. По словам главного тренера команды Беслана Аджинджала, из 26 кандидатов будут выбраны 20, которые и представят Абхазию на чемпионате Европы. У нас определенный круг кандидатов есть, тех, которые, из тех 2 человека, которые поедут на чемпионат Европы. Приблизительно, но в то же время несколько позиций нас еще пока смущают, и мы смотрим, сборы для того и проводятся, чтобы выбрать достойных, которые готовы представлять нашу страну. По словам вице-президента КОНИФА Дмитрия Пагава, принимающая сторона уделяет большое значение организации чемпионата, стремясь провести его на высоком уровне. Национальная сборная, которую все там ждут, естественно, понимая, что настоящий чемпион мира, очень серьезно воспринимают нашу сборную как сильную сборную, как сильную команду и, конечно, ждут красивого, хорошего футбола. Журналистам была представлена форма абхазской сборной по футболу. Наши футболисты будут выступать в форме бело-синего цвета. В первую очередь, то, что касается нашего чемпионата Республики Абхазия, он сегодня проходит на высшем уровне. 10 команд. Очень много тех талантливых футболистов, я имею в виду с чемпионата Абхазии. У нас есть и по 17-летние, и 17-летние, которых мы просматриваем. Сегодня можно так сказать, что Беслану Алексеевичу, как главному тренеру национальной сборной, легко выбрать с национального чемпионата, которые могли бы поехать в Северный Кипр на чемпионат Европы. Чемпионат Европы по версии КОНИФА пройдет с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира. Всего в турнире сыграют 8 команд, которые были разбиты на 2 группы – группу А и группу Б. Абхазия попала в группу А к хозяевам Северному Кипру вместе с Южной Осетией и Карпаталией, Венгры, Закарпатья. Аманда Поня, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Веселые старты среди школьных учителей прошли в Сухумской детской и юношеской спортивной школе. В соревнованиях приняли участие учителя из 15 сухумских школ, а это без малого 120 учителей. Старты приурочены к завершению учебного года. Подробности в сюжете Саида Джерсалия. «Мой выбор – здоровье». Эта программа принята по инициативе администрации города Сухум. Программа включает в себя различные спортивные мероприятия, в том числе и веселые старты. Главный специалист управления образования города Сухум по физкультуре и спорту Татьяна Мухвари отметила, что педагоги всех школ-участниц подошли к стартам с большим энтузиазмом. Несмотря на то, что у нас очень сейчас насыщенный график, конец учебного года, но учителя нашли возможность прийти сюда. Вы видите, сколько болельщиков. Честно говоря, даже не ожидали, что с таким энтузиазмом откликнутся все учителя и будут, несмотря на свою загруженность, с таким желанием придут к нам на эти соревнования. В ежегодно проводимом спортивном соревновании приняли участие 15 команд из школ Сухума, а также команда управления образования. Учителя соревновались в ловкости, скорости и координации движений. Учителя были настроены на победу, многие из них вспоминали школьные годы. Ученики подготовили поддерживающие плакаты и лозунги. Каждая команда выкладывалась на все 100, ведь зрителями были ученики, и важно было подать им пример. Учителей это объединяет, показывает физическую подготовку, дает возможность ученикам посмотреть на своих учителей с другой стороны. И учителя, в свою очередь, могут доказать своим ученикам, что вот какие они молодцы, активные, за активный образ жизни. По окончанию соревнований организаторы наградили грамотами и памятными подарками всех участников мероприятия. Саид Джерсалия, Леонид Либа, Абхазское телевидение.
До выступления нашей маленькой соотечественницы Леры Адлибо в финале проекта «Ты супер» канала НТВ остались считанные дни. Воплощение хрупкости и таланта. За Леру болеют не только ее семья и близкие, но и вся страна. На площади Свободы в Сухуми прошел небольшой флешмоб в поддержку маленькой, но уже такой яркой звездочки. Хрупкая девчонка, никто не ожидал, что она поднимет атмосферу и взорвет весь зал. С тобою вся Абхазия, и взрослые, и дети. Ты супер, Лера, и лучше нет на свете. И лучше нет на свете. Степан Амичба из города Учамчира признается, что очень хотел поддержать свою талантливую землячку, ведь для Леры сейчас каждая весточка из Абхазии очень дорога. Он решил посвятить ей песню. Эта девочка показала всем, на что способны и дети, и взрослые. Она показала всем силу воли, она показала то, что она не боится. И меня это очень сильно вдохновило. Я решил поддержать, но я не знал, как это сделать. И так как занимаюсь музыкой, решил сделать ей приятное с помощью музыки. И сидя дома, просто думал и написал маленький текст. И решил ей отправить. Волонтерский центр при Госкомитете Республики Абхазия по молодежной политике решил устроить флешмоб в поддержку юного дарования. После исполнения песни ребята дружно отправили СМС с текстом 01 на номер 7375, что, кстати говоря, может сделать каждый желающий. Стоимость СМС 35 рублей. Руководитель центра Тамила Соломка считает, что подобные флешмобы необходимы, и Госкомитет по молодежной политике передает эстафету другим организациям. Не так давно мы сидели с ребятами и очень долго думали, как мы можем помочь Лере, несмотря на то, что она находится так далеко. Хотелось бы, чтобы она чувствовала вот это тепло своего народа. И мы посидели, подумали, давайте что-нибудь придумаем, давайте хоть как-то поддержим человека. И вот буквально вчера мы решили, что мы все вместе соберемся, Госкомитет и волонтерский центр, который находится при Госкомитете по молодежной политике, и вот сделать вот такую вот прикольную штучку, когда мы все вместе покажем, что мы ее очень любим, мы в нее верим и одновременно отпускаем вот сообщение. Безусловно, такая поддержка для Леры Адлибо крайне важна. Это замечательный повод для всего народа объединиться и внести свою небольшую лепту в восхождение на звездный Олимп еще одной абхазской, пока еще совсем юной, но уже звезды. Ведь именно ваш голос может стать решающим. Лера, ты супер! На Алакове. Леон Адлибо, Абхазское телевидение. В Сухуми с 29 мая по 20 июня будет проходить 13-я республиканская спартакиада школьников по 13 видам спорта, в которой примут участие более 1000 юных спортсменов из городов и районов страны. Спартакиада пройдет согласно календарю спортивно-массовых мероприятий Министерства образования и науки Республики Абхазия. Открытие состоится в 15 часов на республиканском стадионе. Судейскую коллегию возглавит заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Аслан Таркил. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.